Так, а вот тут начинается интересненькое. Выехал на грунтовку. 13 миль показывает, надо ехать по грунтовке. Окей. Бега тут дорога. Всякие ранчо по бокам. Почувствуй себя в России. Красота. Едем в соседнее село на дискотеку. Это как будто где-то в Бурятии или в Калмыкии. На Кошару еду. Баранов везу новых в стадо. Вот геологический парк, мне вот туда и нужно. Так, никого. Никого. Ох, какая тут красота. Вот тут какой-то марсианский ландшафт. Я это прям с Google карт сверху увидел. Думаю, вау, классно, надо сюда поехать. Оглала. Национальный Грассленд. Ух ты, там с палаточками кто-то кайфует. Так, а я, пожалуй, вот это место займу. Прям для меня. Так, ну что, пошли гулять. Здесь вот нужно регистрироваться, чтобы если вдруг там где-нибудь застрянешь, не пришлось пальцы или руку отпиливать, чтобы они знали, что ты куда-то пропал. Блин, тут долго все заполнять. Ну ладно, чуть стемнеет уже, пока я заполню.
просто космос какой-то. Просто космос. Ветер, конечно, тут сильный, холодный, прям вообще. Ну, это кайф. На самом деле хорошо на машине путешествовать, потому что я вот так подумал, вот если бы я ехал бы на велосипеде, я бы сказал, да ну нафиг, 15 миль по грунту ехать. Мне просто было бы лень. А на машине как бы никакой сложности нету вообще. Проехал, встал, погулял. То есть вот это, конечно, большое преимущество автомобиля. Не часто можно услышать вот абсолютную тишину. Я вот здесь встал в ущелье и вот поймал этот момент. Это так прекрасно. Вот буквально тишина, ни ветра, ни ничего, просто вот пустота. Ничего нету. Это кайф. Это все песчаник, и вот эти ущелья, вот течет дождь, ну когда падает дождь, текут ручьи, все это обмывает. И хотелось бы посмотреть, вот здесь побывать, когда ливень, наверное, вообще такие ручьи начинают течь, прям реки. Все, залез в свой спальник. У меня тут винишко есть. Видели такое? В жестяной банке. Это вам не тетрапак, это элита. Я, правда, не понял, откуда оно. Наверное, Калифорния. А, нет, Вашингтон. Штат Вашингтон. Валла-Валла. Винный дом. Попробуем. Удобно. Это как чекушки с водкой. Вот то же самое. Все, доброе утро. Сейчас где-то 8 утра. Здесь вообще уже никого нет. Такое место тут, походу, сами даже американцы не все сюда могут доехать. Их хотят, потому что он так в стороне. Не сразу увидишь это все по карте. Вот, пойду прогуляюсь еще. Погуляю, потому что вчера у меня не хватило времени. Я приехал там в закат. Вот, чуть-чуть хочу погулять, так дальше там пройтись, посмотреть. Сегодня ожидается теплый день, сейчас пока утром холодно. Ожидается, по-моему, где-то 16 градусов здесь будет, плюс 16. Вот. Тем более, что дальше, там Канзас идет, там ничего интересного в природном плане нету. Там одни поля, просто я помню, я там проезжал, там все дороги сеткой. И одни фермерства, короче, одно фермерство. Поэтому вот пока здесь надо пользоваться этим. Гулять, ходить. И вот я вспоминаю велопутешествия, на самом деле. Я, по-моему, вот так меньше кайфовал, вот как сейчас. Сейчас я работаю, то есть я меньше кайфовал, потому что опять по той же причине, что на велосипеде куда-то в сторону, за какой-то достопримечательностью я, скорее всего, не поеду. Не скорее всего, не поеду. 15 миль, там, грубо говоря, там 20 километров, 25 ехать, чтобы что-то посмотреть по грунтовке. Не, я бы не поехал. Именно в случае там большого восточного кочевья, когда у меня была определенная цель там доехать, то есть нужно... Я же мыслю рамками сезонов, и мне надо было до зимы успеть там проехать северные широты, да, Сибирь до холодов.
основных. Вот, и как бы у меня такого времени не было. Я ехал прямо впритык, я всю Сибирь вообще промчал на самом деле. Потому что времени для прогулок вот таких вот там, чтобы взять и день в это вложить, у меня не было. Так что разные условия. Зато сейчас я могу кайфовать, да. Ну и работаю много, но нахожу, тем более вот с таким диспетчером, как сейчас, такие возможности, чтобы ходить. Ехать там 1100 миль до выгрузки, да. У меня есть еще завтра день целый. Сегодня я не знаю, проеду чуть-чуть или нет. Ну, надеюсь, что чуть-чуть проеду. Но я могу за день это сделать, 1100, как бы взять один день в воскресенье. И все нормально будет. Так, здесь вот указатель. Ну, вот тут тропа есть 5 миль. Toadstool Park. Bison Trail. Вчера я смеялся, но на самом деле здесь можно заблудиться вполне спокойно. Даже я вчера чуть-чуть заплутал, потому что вот эти ущелья, они кисточками расходятся. И как бы ты когда идешь по низу, ты не видишь, куда ты выходишь. От тебя вот так вот ущелье крутит, и ты немножко дезориентируешься. И действительно, это я при том. А у меня с ориентацией все очень хорошо во всех смыслах. Вот и реально можно заплутать. Поэтому надо пописать свои данные. Потому что такие, тем более 5 миль, это не мало, такой не маленький маршрут. А я просто пойду вдоль русла ручья наверх. Так вот, Bison Trail и Toadstool. Toadstool, кстати, это поганка по-английски. Вот, а поганки, потому что вот эти вот эрозия делает скульптуры, похожие на грибы. Вот, видите, вот камни они защищают. Ну, это не камни, это песчаник все. Защищают от дождя, и под ними вот эта основа не размывается, а вокруг размывается, и получается как грибы. Вот я найду потом получше примеры. Вот и назвали поганка, ну как бы грибы. Для меня вот такие скульптуры, ну вот каменные грибы, это Алтай, опять же. Вот для меня Алтай во многом мой учитель, там где вот я познавал природу. Так осознанно у меня было время, вот поэтому грибы, так каменные грибы у меня так хорошо на душе становится, тепло. Обожаю такие вот разрезы, срезы земли, потому что я не геолог, но для геолога это всегда очень интересно, потому что что-нибудь можно найти, какие-нибудь следы. Вот. Ну вот это черное. Почему она черная? Может, это следы пожаров прошлых. Ой. Колонку нашел, кто-то потерял. Отнесу ее на базу, оставлю, может, кому нужна. Ого. Что тут заборчик поставили? Типа нельзя дальше идти. Не, все нормально.
Ущелье на самом деле вообще оно длинное очень. Туда, если идет, там еще много миль. Попробую здесь где-нибудь подняться. А здесь вот, где как уже начинается вот эта эрозия вся, похоже на наши овраги. Единственное, что здесь порода другая. Вот сейчас вышел в степь, пойду по степи назад, вот так вот. Хочу вон на ту гору забраться, до нее дойти, там, встать на вершину и пойти обратно. Надо с собой иметь какой-то походный наборчик, ну, в рюкзаке там нож, спички, воду, провизию, еду какую-нибудь, потому что я вообще ничего не взял. У меня ничего нету, я проголодался сейчас уже, но это ладно, как бы мелочь, просто в следующий раз буду знать, надо мне купить будет все это. Ну вот, я сейчас на высоте, скоро поднимусь на эту саму гору. Это вот плато такое, высота большая, надо посмотреть, я даже не знаю. Вот. И вот от этого плато идет эрозия как раз, и вот эти вот каньоны классные. Здесь везде заборы, вот вдоль всех дорог везде идут заборы, потому что скотина здесь в основном, не в основном, я ни разу не видел, чтобы она гуляла с пастухом. То есть все, каждый свою территорию огораживает, чтобы скотина не убежала. То есть это не от людей, что типа там нельзя. Ну, получается, что и от людей, потому что там же перелазить надо, проползать. Но это от скотины все, чтобы она на дороге не выходила, на другие территории. Тут нету таких пастухов. Она сама пасется, и это здорово вообще. А это вот водопой для скотины. Какая-то что такое интересная, какая-то водокачка. Какие-то звуки издает, я честно думал, оно что-то не рабочее. Следы пожаров видны. Трава горела. Интересно, что это такое?
вот я и на самой высокой точке здесь в округе. Ну, там хребет идет, он примерно такой же высоты. Обалдеть. Это насколько я поднялся, надо посмотреть по компасу, насколько по высоте. В общем, высота 4560 метров. Ой, метров, говорю, фит каких. Вот, а перевести, если фиты в метры, короче, 1000 фит это 305 метров. 305 метров, то есть 1000 фит. То есть 3050 фит это километр. Где-то 1300 метров высота. Ну, нормально. Нормально получается. Даже больше чуть-чуть. Короче, 1400. Ой, хорошо тут. Даже спускаться неохота, но я бы тут, наверное, жил бы. Дом бы где-нибудь там поставил бы. Красота была бы. С таким видом шикарно жить. Пас бы овец. Точнее, они бы сами паслись бы. Вот. Кайфовал бы от жизни. А не вот это вот все. Там такой каньон-то прям отвесный. Мне сейчас вон туда идти далеко. Сейчас потеплело. Солнышко вышло. Ветер с юга подул сильный. И с югов сейчас надувает тепло. А мне как раз ехать сейчас на юг. И, то есть мне будет хорошо бы встречный ветер. Не боковой. Это было бы хорошо даже. Вот. Хотя я груженный сейчас. Кстати, я подумал. Хорошая колонка. Я ее сейчас проверил. Ну как хорошая, обычно нормально. Я ее себе возьму. Это ее судьба. Встретить меня. Вот, и, кстати, у меня сейчас телефон, это iPhone 12 я купил. Вот, Насте я дал тот, SE-шку, iPhone. Потому что у нас теперь у всех айфоны. Вот, ну, качество вы можете заметить. iPhone 12 mini я взял, кстати. Для меня очень важен размер именно. Маленький, компактный и притом очень мощный телефон. Вот, реально удобный очень. Хорошо, что они начали делать, ну, вообще такие, что делают мини-варианты телефонов, потому что все обычно телефоны стремятся к гигантизму, ну, все производители, вот, а то, что такие мини-версии делают, это обалденно. Вот, и качество видео и фотографий замечательно. Ну, просто у всех, наверное, сейчас станет вопрос, на что ты снимаешь. Вот, это iPhone 12 mini. Небо очистилось. Стало голубое, вообще красота. Степь. Люблю все-таки степь. Видимо, кочевые гены дают о себе знать мои. Да, вот была табличка, рассказывающая, что это палеонтологическая территория. Ну, то есть вот эти срезы, там много всякого костей находят. То есть, и ничего, говорит, не трогайте, оставьте только память и фотографии, больше ничего. Заберите отсюда, в смысле. Да, память будет шикарная. Об этом месте, великолепном, прекрасном.
настолько вкусное цветение, я просто взрыв мозга. Так вкусно. Такой сладостный. Ох. Вот так бы лечь бы, заснуть вместе. Действительно, вот здесь вот нетронутая планета, такой ландшафт, никаких коммуникаций, ничего не видно, никаких домов, то есть следов человеческой деятельности не видно. Вот за что я люблю вот степи и вот подобные места. Это вот ты как будто один на всей планете находишься. Ух ты, а я тут на фотоловушку попался. Я думаю, издалека, что такое? Смотрю, что это. Так что можно было помахать. Не перестаю восхищаться и говорить об этом, что запах степной полыни — это одно из лучших, что есть на этом белом свете. Ой, вот этот аромат, вот он таким слабенько так витает в воздухе здесь. Но вот когда его растереть в ладошки, если, то хочется внюхать просто это, ну, я не знаю. Может быть, у меня воспоминания со степями, и поэтому мне так это нравится. Или опять зов предков. Даже есть скамейка под грибком, под шляпочкой такой. За всеми мусор собирают. Попкорн тут с собой кто-то взял. Да, попкорн — это отличное средство выживания в экстремальных условиях. Так, ну что, я пришел на базу. И я все-таки оставлю здесь свою метку. Мне кажется, будет приятно знать, что здесь был человек из России. Ну все, поехали. Поехали к другим местам красивым. Теперь это место будет у меня на заметке, как одно из самых классных, куда можно будет приехать, привезти друзей, семью, показать все. Взял с собой полыни чуть-чуть. Вонючка пусть будет. Ух ты, что за машинка такая едет, прикольная. Та гора самая, которая забирался.